Сегодня 14 апреля 2015 года. Протяжка. Но мало того, что с осени воды на метр ниже уровня обычного, и вода, похоже, продолжает уходить. Оказывается, у нас протяжки вот такие вот карпы жили. Вон и щуки. То есть на протяжке был мощный замор. Правда, опыт прям. Камушок. Так его эти запускали, подвохи. Расскажите, пожалуйста, то есть по берегам, да, рыболовы собирали рыбу, которую выбрасывали течением, вы работали с дном озера. Вот порой, что это за работа, и много ли вообще там на дне погибших, к сожалению? Крупных, слава богу, там нет, но вот мелкий окунь присутствует довольно-таки много. Много очень мусора на дне. Очень много банок, бутылок. Люди совершенно не думая о природе, губят ее просто. Вот. Может, даже еще от большей части от этого рыба погибнет. От разложения мусора. А вы вручную собираете? Ну вот, придумали вот такой сачок, как подсачник. И вот, чтобы не плавать, вот пропускает и рыбу собираем. А в среднем, вот, то есть сегодня за сколько пребывания, за время пребывания здесь, сколько в среднем собрали, не скажете? Да нет, килограмм-то я не скажу. Мы набрали по берегу в основном, бежит вся рыба. Ну то есть на дне не сильно много, ее выносят? Крупной нету, вот только что мелочи была на дне. А зачем собираете? То есть она, что это мне? Ну она, я думаю, что она разлагается, наносит вред. Все-таки водоем загрязняется, люди летом здесь купаются. Вот. Ну и чтобы водоем был чистый, стараемся очистить его от погибшей рыбы. А вообще вот эта процедура, которую вы выполняли, она, так скажем, носит плановый характер? То есть это все... Нет, просто срочно в воскресенье было, ну как бы обнаружено, что вот это, и вот срочно собрали народ. И... Ну это реагировали на конкретную ситуацию? Да, да. Я вот еще бы обратился к подводным охотникам города Саров, что оставьте в покое озеро Протяжное, дайте рыбе вырасти. Да, то щуки есть, но щук здесь очень мало. А как они не дают вырасти? Ну как? Сетки ставят? Нет, я имею в виду, ну и сетки ставят. Это уже браконьеры. Я к подводным охотникам обращаюсь, которые, как сказать, ленятся куда-то выехать, на Мокшу, на Аку, на Волгу. Ну в смысле там, где можно ловить? Ну здесь можно, здесь озеро-то маленькое. Нету ей развиваться, расти не дают вырасти. Поэтому желательно здесь не нырять. А вот если у вас клуб существует на базе Сарова, вы говорите, где-то здесь тренируетесь или нет? Ну, у нас тренировка заключается, мы на лад ездим, ходим в бассейны, там задержки питания, иногда проводим соревнования. Леша, а если бы вот предоставили дорожку для тренировок, это бы способствовало развитию клуба и спорта в частности?
Да, да, конечно, администрация города, там департамент, какой спортивный, как он там Департамент дела называется. молодежи и спорта. Вот. Желательно, конечно, предоставить нам дорожку, как не только членам клуба, но и у нас есть федерация, Саровская федерация там подводного спорта, как-то она называется. Вот. И пускай эти члены федерации присоединяются к нам. Надо вас как-нибудь поснимать. Интересная тема. Леш, а вот по твоим субъективным ощущениям, чтобы в дальнейшем не происходило таких катаклизмов, что люди в своих силах могут сделать, предпринять? Весной, в феврале, в конце февраля, начале марта ездить, делать здесь майны, прорубать. Делать, запускать тассолом, может быть даже найти какой-то кислородный баллон, опустить, сделать на минимум его, сделать, и пускай он кислород туда гоняет. Хоть что-то, маленько рыбы там сохранится. Это вот, я помню, в 2013 году был такой же завод. Тоже очень много рыб погибло. Естественно, от борда мы, конечно, должны помогать рыбе как-то выживать в таких условиях, потому что, как мы видим, воды-то совсем нет. Ее и осень не было, но осень была теплая, жаркая, не дождливая, поэтому, наверное, из-за этого водоема. В этом году и разлива-то не было. Родники перестали нормально функционировать. Да. Может, какие-то мероприятия администрации предпринимать технологического характера, чтобы вода как можно больше скапливалась, и за счет этого рыба жила? Да нет, ну там плотина стоит, она в принципе грамотная плотина. Она за счет перелива воды. Поэтому, ну, не знаю, что здесь. Здесь еще другого ничего не сделаешь, только вот ждать, когда наполнится это озеро. Поэтому... Очищать, может быть, притоки этого озера, чтобы не препятствовать естественному пополнению, да? Ну, возможно, там вот приток-то он один, а река какая-то там, не помню, как она называется. Когда-то здесь была река, и ее заплотили. Да. Самое главное не мусорить, не мусорить. За собой убрал, значит водоем чистый. Элементарно.